Завершилась рабочая поездка полномочного представителя президента России в СКФО Александра Матовникова в Ингушетию. Сегодня был второй день его визита. С начала этого дня он посетил мемориал памяти и славы, а после для гостя организовали экскурсию по саду «Гигант». В роли экскурсовода выступил лично глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Все подробности у Светланы Томовой. Утро второго дня рабочей поездки в Ингушетию полпреда в СКФО Александра Матовникова начинается с мемориала памяти и славы. Небольшой экскурс в истории по такому случаю лично проводит глава региона, рассказывая о самых значимых событиях для ингушей и о легендарных сынах республики. Это как раз вступление республики в состав это склон согласия. В мемориальном комплексе отражены все события, связанные с Ингушетией. Увековечены имена тех, кто героически защищал нашу родину, рассказывает Юнусбек Евкуров. Далее экскурсия продолжилась у памятных плит героям России и Советского Союза. И, конечно, почетному гостю показали памятник последнего защитника Брестской крепости. Один из последних защитников Брестской крепости, старший лейтенант, кадровый разведчик, это пограничник. Когда в последней части было очередной, они несколько закладывали, что все уничтожено, а потом они появлялись. Так же, как на Терестаке, не один там сейчас так и здесь пока появляется его похоронили, зашили. Отдавая дань памяти тем, кто не пожалел здоровья и жизни, сражаясь за родину, гости возложили цветы к вечному огню. Далее Александр Матовников вместе с Юнусбеком Евкуровым направились в сад «Гигант». Первым делом полпреду показывают самый крупный в СКФО новый оптово-распределительный центр для хранения 60 тысяч тонн плодов. Юнусбек Евкуров отмечает, строительство такого объекта – новый механизм поддержки садоводства. Также здесь им показали фрукты, выращенные без применения каких-либо химикатов по итальянским технологиям. Гостей также проводят по фруктохранилищам с современными холодильными устройствами. Это самое современное оборудование. Здесь немецкие, как все немецкие, а вот эти оборудования итальянские. Александру Матовникову показали, какими возможностями обладает новый центр и какое здесь оборудование. Кстати, оно итальянское. Полпред лично продегустировал плоды сада «Гиганта». Здесь выращивают не только разные сорта яблок, но и персики, сливы, абрикосы. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24.